Известный своими исследованиями традиционной архитектуры народов Северного Кавказа, Сергей Дмитриевич Сулейменко отмечает, что традиции башенного строительства лучше всего сохранились у тех горских народов, которые на протяжении длительного времени жили в условиях относительной изоляции. На Кавказе исторически сложились два основных центра канонизации башенной архитектуры. В Закавказье – это Сванетия, а на Северном Кавказе – Ингушетия. В связи с этим именно сваны и ингуши стали считаться признанными мастерами башенного строительства. В исследовании также приводятся примеры башен на территории современной Северной Осетии, которые были построены ингушскими мастерами. К их числу относятся башни в селениях Даргавс, Нижняя Саниба и Верхний Кани. Доктор Альбрехт Вирт, посвятивший себя исследованию кавказской культуры и языков, в 1907 году высказал следующую мысль. Кто же являются самыми древними жителями Кавказа? В горах, вероятно, это те, кто лучше всех лазит по скалам. Это, конечно же, сваны, говорящие на старейшем языке в большой грузинской семье, что сразу же заметит даже тот, кто не знаком с языковыми особенностями. А из других горных народов отличными скалолазами являются ингуши, лезгины и андийцы, в то время как аварцы предпочитают ездить на лошадях. Ингуши, несомненно, исторически связаны со своими соседями-грузинами, и эта связь насчитывает тысячелетия. Особо известны их отношения с хевсурами и тушинами. А вот связь с далекой Сванетией далеко не очевидна и почти не упоминается в современной истории. Те, кто не знаком с древними грузинскими хрониками, вряд ли догадываются о глубокой и многовековой связи древних ингушей с тем, что считается первым царством на Кавказе – Колхида, расположенной на восточном побережье Черного моря, в пределах современной Западной Грузии. Ее территории охватывали современные провинции Самигрело, Имерети, Гурия, Аджара, Сванети, Рача и Абхазия, а также частично современную Турцию и Россию. От Давида Багратиони, регента Картлика-Хети в начале XIX века, в его главе о царях парно-азианского поколения, живших с начала III до конца II века до нашей эры, мы узнаем о некогда существовавшей колхидской провинции Зурзукети, позднее ставшей известной как Сванети, что свидетельствует о древней связи ингушского народа не только с куро-аракской и кабанской культурами, но и с колхидской.